Эй, ребят, всем салем, всем здоров. Я без майки, пожалуйста, не критикуйте меня. Я быстренько объясню, почему я без майки, потому что я вчера делал себе татуху, второй сеанс. Вот, и мне очень больно. У меня сейчас крем, там, бипантен, и в майке мне неприятно. Кстати, это мой близкий друг, он уже много лет набивает, с 90-х занимается этим, очень крутой дядька, поэтому если кто-то живет в Алматы и хочет сделать татуху, пишите мне в личку, я по ценам вам примерно расскажу, даже, может, скидку сделаем. Вот, это не реклама, просто, как бы в знак уважения решил об этом сказать. И вот сейчас будет небольшая рекламка. Есть один парнишка с Казахстана, наш человек, скажем так, он делает такой контент, который связан с пластилином, то есть он из пластилина лепит фигурки. И это офигеть как круто, я вам скажу. Сейчас он делает фигурки из Dota 2. Вот те, кто играет в Dota, вообще оценят. Так что я оставлю ссылочку в описании. Заходите обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь, говорите, что от меня. Ему будет очень приятно, и мне будет очень приятно. Я бы не стал рекламировать херню, на самом деле. Я посмотрел его видосы. Вот, мне понравилось. Я считаю, что маленькие дети, ваши братишки, сестренки, они это оценят. Смогут сделать даже там на уроке труда. Вот, как это выглядит. Кентавр из Dota 2. Я быстренько вам покажу. Блин, в принципе, если у тебя не совсем руки и жопа, ты можешь смотреть этот видосик, взять себе пластилина и замутить такое же. Это будет очень круто и эффектно. Все, ладно, ребят, переходим к видосику. В общем, видео группы 91. В общем, я, так получилось, никогда с этой группой не связывался и не слышал ее. Даже не знаю, о чем они поют. Вот. Мне все уши прожужжали, чтобы я сделал на них обзор, и я его сделал необычным. Я это видео не смотрел, я его просто скачал. Комментарии чекнул, правда, чтобы было о чем сказать, вот. Но я это видео ни хрена не смотрел, просто скачал, и сейчас я буду его смотреть и, делать свою реакцию настоящую, да? Вот, в общем, поехали. Начинаем. Клип самый популярный выбрал, вот, такой самый большой по просмотрам. Ого, нифига себе у него волосы. Бір ауыз сөзің маған айтқан сенің орындалмай қалған кездері болмаған жетпеді төзімдер. Сори, что ставлю на паузу, ребят, не обижайтесь, мне так удобнее говорить, чтобы я не забывал, да, то есть не до конца досматривать, а ставить на паузу и говорить свое мнение. Вот, в первую очередь хочется сказать о том, что ребятки чем-то, парниши, которые вначале были с такими яркими волосами, чем-то напоминают дораму, вот, корейские сериальчики, вот, которые любят и тащатся, от которых девчонки. Вот, чем-то напомнили мне, не знаю, по стилю одежды, как выглядят. Басыма бәле болды бұның бәні түсінбей құртасың мидың әлін Бүйтпе сөйтпе де бұйырма саған не жетпей не бұйырмады. Блин, мне нравится такая агрессивная читка у парниша. Вот этого вот блондинчика. Прям офигенный такой голос. Хриплые такие переходы. О, круто, мне нравится. Больше нравится, чем попсовое вступление того пацана. Сенің мінезің ұнайды, бірақ сұраныстарың ойыма сыймайды. Ауыр жарайды, тек сен үшін бүгін өзіме қоса бүкіл әлемді сыйлаймын. Неге бітпейді? Вообще, на самом деле, музыка из Казахстана в последнее время начала сильно взрывать. Скриптонит, Джах Калиб, и очень много наших ребят, там те же А-студио, Шот, да просто куча, кто вылез из Казахстана, да, вот, показал, заявил о себе на все СНГ, там, концертные туры по Украине, Белоруссии, России, Москва, Питер.
Да много сейчас наших ребят. Вот я в Питере жил, и Лукаверус, и Принц. В общем, и собирают, между прочим, они офигенно, даже больше, там, чем российские исполнители. Ну что-что, казахская музыка стала на уровне, ну на очень высоком, да, уровне. И что хочется сказать про этих ребят, у них реально западное звучание. Вот даже Джахкалип говорил где-то, что Казахстан, да, казахи, они ближе к западной музыке, нежели вот Россия, да. Россия, они как-то на своей немножко, а мы ближе к западу. И вот у ребят западное звучание, как мне кажется. Вот если бы вы смотрели в первый раз, как я, этот клип, да, и выключили звук, включили бы, вы бы ни за что не сказали, что ребята из Казахстана. То есть у нас достаточно однотипные клипы, если вы не замечали, да, вот взять того же Кайрат Нуртас, Бейбит Курган, да, в общем, кучу наших исполнителей, всегда у нас в клипах есть 3 вещи, блин. Это охрененные тачки, охрененные бабы и горы. Ну, либо город, я не знаю. То есть у нас все клипы однотипные. Ну, практически, ладно, конечно, есть что-нибудь интересное, но этого мало, почти все похоже. Вот, а тут достаточно необычно. И вот эти стены, которые изрисованы, это реально круто, это смотрится, это как-то свежо. Вот, поэтому, блин, ребят, уже заранее респект. Блин, нравится, базаров нет. А правда, что хотелось бы сказать, блин, немножко смущает то, что парни так сильно накрашены. Бля, ну у нас-то не очень заезжает на самом деле. Ну, в целом, ладно. Блядь, все накрашенные, глаза подведены. Блондинчик вот этот офигенный. Вон тот пацан, ну прям вообще пиздец, так накрасили его сильно. Ну не знаю. Может, девочкам нравится. Пацаны шикарно танцуют. Кстати, знаете, еще мне немножко напомнили, раньше, ну, был такой коллектив Big Time Rush. Ну, это типа было шоу на Nickelodeon про ребят, которые пели, танцевали, чем-то похоже на них. Вот. Ну, не знаю, мне так показалось. Может, потому что танцуют, стиль одежды. Бақыт өзгеме сөзіңде мені де бір сәт бақытыңа ұқсат құлаға сөзіме өкпелеп бидіңін айт ұлғанба маған олай түнемін саған қараймын мені айыптама сен ғажайыптарға сен жоқ. Я, конечно, точно не знаю за эту группу, но, конечно, уверен, что, ну, большая часть аудитории у них это девушки, да. Ну, как бы понятное дело, что больше их слушают девчонки, чем пацаны. Ну вот, может быть, из-за этого у них там розовенькие сережки, у каждого все такие нафуфуренные. Вот, ну, в целом прикольно на самом деле, не знаю. Мне как-то даже не очень хочется хейтить это, потому что это свежо, это интересно, это офигительно. Я бы вообще ни за что не поверил, что это наши ребята, да, из Казахстана, потому что совсем по-другому. Там они даже больше похожи на каких-то японцев или корейцев по, ну, как бы сказать, по стилистике, да, одежды. То есть у нас такого нет, у нас всегда, ну, немножко все было по-другому. Вот, ну, как-то клево. Ну, вот это тоже рыженький, кстати. Хорошо делает. Вот это хриплость в голосе. Крутая. Переходы, блин, переходы тоже очень крутые. Ну, припев мне не сильно понравился, он такой достаточно попсовый. Вот, но в целом клип западного звучания, клип интересный, что-то новое для нас. И на самом деле вот искренне желаю ребятам, ну, процветания, чтобы они дальше взрывали, вот, собирали стадионы, аншлаги. Вот. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Я для вас старался. И, блин, обязательно переходите по ссылке, канал WQ, подписывайтесь. Я буду, блин, очень рад, не меньше, чем автор этого канала. Вот. Ну и всем спасибо за просмотр. На мой канал тоже обязательно подписывайтесь. В общем, всем пока-пока. Саубол, ребят.